Эстонии, как и везде, в году насчитывается 365 дней. В то же время в вашем году в Эстонии будут праздники и события, с которыми вы ранее не были знакомы. Узнайте об этих праздниках, примите в них участие и наслаждайтесь ими вместе с эстонцами. Таким образом, вы сможете лучше узнать Эстонию и действительно понять, каково это – жить под северным небом. После того, как эстонцы восстановились после празднования Нового года и провели почти 2 месяца, наслаждаясь снегом и зимой, наступает первая возможность вернуться в праздничное настроение. 24 февраля Эстония отмечает День независимости. Он знаменует годовщину события 1918 года, когда Эстония официально провозгласила свою независимость в ходе серьезных и сложных перипетий Первой мировой войны. Этот день всегда начинается с церемонии поднятия флага на восходе солнца, когда на башне Длинный Герман на углу замка Томпея поднимается наш синий-черно-белый символ. День продолжается военным парадом в середине дня. Обычно он проходит на площади Свободы города Таллина. Происходит демонстрация военных технологий Эстонии и Альянса НАТО, а также, если небо чистое, пролет воздушных сил. Праздничный день завершается официальным приемом, который устраивает президент республики. По традиции президент лично приветствует каждого гостя пожатием руки. Прием всегда сопровождается концертом и долгожданной речью президента. Фраки, блеск и гламур званого мероприятия транслируются в прямом эфире, и пресса на протяжении многих последующих недель будет с большим удовольствием обсуждать прически и аксессуары гостей. В конце июня наступает новое главное событие. Летнее солнцестояние является единственным самым важным праздником эстонского лета. Его корни уходят на более чем 1000 лет, отмечая магический момент, в который начинается лето, и все хорошее и светлое еще только предстоит. Самый длинный день года отмечается по всей стране кострами и весельем вечером 23 июня. 24 июня Эстония также отмечает День Победы, вспоминая решающую битву, которая привела Эстонию к настоящей независимости. По пустынным улицам Таллина вы заметите энтузиазм и стремление сделать перерыв, поскольку все уезжают из города делать барбекю и прыгать ночью через костер. Эстонский год не будет полон без Рождества. Рождественский сочельник для эстонцев является семейным и уединенным временем, которое проводится с близкими родственниками. Рождественская ель в доме, Санта-Клаус приносит детям подарки, готовится традиционная еда. Обычно на многих столах появляется кровяная колбаса и квашеная капуста со свининой. Хотя в рождественский сочельник у вас может не быть возможности наслаждаться едой и вином со своими эстонскими друзьями, для этого будет много возможностей в течение нескольких недель до Рождества. Каждый офис, школа или организация обычно устраивает собственные, более публичные рождественские вечеринки. Используйте это время для того, чтобы получить свою долю веселой суматохи. А в Рождество подарите себе тишину и возможность для размышлений. Вам всегда рады предложить чашку глинтвейна на всемирно известной рождественской ярмарке на городской ратушной площади в Таллине. Ваше пребывание в Эстонии наполнено маленькими сюрпризами, даже за пределами самых крупных праздников. Отыщите их и наслаждайтесь.